Как, как приятно, дорогие друзья! Наконец-то я повстречалась со своей любимой родственницей, ну, как сказать, приятельницей, доктор, профессор. Все остальное сама будет говорить Соня Баймурзаевна Устенова. Расскажите о себе что-нибудь, чтобы все знали, что, где, когда, как. Поймат, Ау. очень рада вас видеть. Я рада, что вы пришли ко мне наконец в гости. И я хочу, во-первых, поздравить вас. Сегодня день женского счастья. Сегодня? Да, 21 сентября. О. Я считаю, что это лучше, чем День Святого Валентина, который как-то не наш праздник. Не Поэтому наш. я вам желаю большого женского счастья, тепла, Взаимно, уюта спасибо. в доме и всего самого хорошего. Только я не понимаю, почему сегодня женский Не знаю, праздник. как придумали. А что, другие дни нам быть несчастливыми? Нет. Ну Счастье хорошо, человека зависит от него самого. вы правы. Главное, чтобы в душе всегда вот было такое. Я буду на «ты» разговаривать, перехожу на «ты», Хорошо. извиняюсь. Дорогая Соня, пожалуйста, расскажите, как вы дошли до этих высот Карачаевка, а сейчас работаете на такой должности, уважаемой в городе Пятигорске. Рассказывайте, что это и как. Ну, я не одна такая, у нас много, слава богу. Ясно, девушек ну, Карачаевых. да, ну Докторов попались наук. мне сегодня. Ну я попалась. Вайтмат, дело в том, что любой человек может достичь любых высот в плане карьерной лестницы, в плане какого-то статусности своей. Это небольшая проблема, небольшая моя заслуга. Ну, как-то видно, там звезды сошлись. А в принципе, это большой труд. Любой человек, который хочет чего-то достичь в жизни, он может это достичь. Просто надо этого хотеть. Да, ты права. Надо хотеть и идти навстречу этому хотению. Да. День, ночь, в дождь, в мороз, в жару. Не спать. Да. Ну и расскажите, где вы учились и вашу карьерную лестницу. Да. Ну, я училась у нас в 3-й школе. Карачаевске. Да, в Карачаевске. Ну, в Карачаевске живем давно. Вот. Закончила ее, потом поступила на физмат. Закончила физмат, потом где-то года 2 работала в школе и в институте. А потом как-то вот так получилось, что захотела учиться в аспирантуре. Поступила в аспирантуру, закончила аспирантуру, защитилась. Защищалась, кандидатскую свою защищала в Ростове. Потом через 10 лет упорного труда и работы над докторской диссертацией по народному образованию в Карачаево-Черкесии из древнейших времен до наших дней, я где-то хватило до 91 года. Написала докторскую, защитила ее в Москве. И вот с тех пор я доктор наук, профессор. Ну, сейчас я работаю в Пятигорском государственном федеральном, Северокавказском федеральном университете в городе Пятигорске филиал. В школе кавказского гостеприимства на кафедре туризма и гостиничного дела профессором. Как здорово. Скажите, пожалуйста, вот студенты 20 лет тому назад и студенты сейчас, какая между ними разница интеллекта и поведения как студентов, учащихся в университете? Ну, я давно для себя определила то, что каждый ребенок, каждый студент – это отражение той культуры семейной, которую он получил дома. Да. Вот если родители высококультурные, высоконравственные люди, то и ребенок будет, соответственно, таким же. Если они не обращают внимания на какие-то такие ключевые, скажем так, и значимые для человека вещи, то и он будет как-то так относиться к этому посредственно. Поверхностно, да? Да. А если в семье есть приоритеты, это быть достойным, не позорить семью, быть умным. Если это в приоритете, то он будет стремиться. Вот сказать, что вот по уму как-то сильно разнятся, я бы не сказала. Вот честно. Как-то вот они всегда были умные, были слабенькие дети, ну как-то так. А вот если человек честолюбивый, в хорошем смысле этого слова, и хочет чего-то достичь в жизни, и работает над этим, причем денно и ночно, то он этого достигает. Да. Над чем-то работаете? Да нет, я там сейчас проверяю работу своей этой аспирантки. Так, аспирантов много? Нет, у меня сейчас немного. Ну, защитилось уже 40 человек под моим руководством.
успешно, слава богу, все работают, все хорошо. Ну, а сейчас как-то у меня поменьше, потому что у нас сейчас аспирантура как таковая, она действует, но нету совета по защите в Карачаево-Черкесском педуниверситете. А кто ректор? Нет, нет, ваш Там Пятигорский. у нас сейчас новый ректор в Ставрополе. Нет, тогда Руководство со Ставрополя? да. Отдаленное у вас руководство, Да, получается? мы филиал, а директор у нас Шебзухова Татьяна Александровна, она тоже уроженка Карачаевска. Угу. Карачаевска даже? Да, да, она сама Подсвирова, наша здешняя, Подсвирова. наша родная, да. Знаю, знаю. Здорово Вот. как. Очень хорошая, очень такая доброжелательная, грамотная доктор исторических наук, поэтому руководство очень хорошее, и работать очень приятно. Просто хотелось бы еще узнать вот численность студентов. Ой, больше 1700, по-моему, где-то сейчас. На плаву, значит? Да. Интерес есть к этому бизнесу, да, гостиничное дело? Вы знаете, нет, у нас на факультете их меньше, конечно, я говорю в целом вот в институте. У нас просто институт очень А еще хороший. какие факультеты? Инженерный есть, инженерно-технический, транспортный есть, Да. строительный. У нас школа кавказского гостеприимства, где у нас готовят и рестораторов, и работников для кафе и столовых, и технологов пищевых. Ну, как пищевиков. здорово. И у нас есть экономический факультет, юридический, как без них. Что-то с медициной связано есть? Аптечное Нет, дело? Нет, да? У нас есть фармакадемия Пятигорская, поэтому у нас нет надобности. Ясно. Так нормально, в принципе. Специальности очень интересные, очень хорошие. Есть колледж такой многопрофильный. Так что интересно учиться у нас. Соня, а какие интересы у тебя помимо науки этой обязаловки уже трудовой? Не, вот дело в том, служебной. что недавно это Батчаев Мухаммад, молодой человек, первый курс, студент из Архыза, там они из Зенчурского района, и он Архыз прекрасно знает, и он написал проект вместе со своими однокурсниками, и мы заняли первое место на международной олимпиаде. Охо, так Он это еще об этом поздравляю. не знает. Вот я тоже недавно только узнала, вот буквально вчера вечером. Поэтому интересы вот именно, наверное, больше всего профессиональные. Вот знаете, у меня маленькая зыбь по телу прошлась. Я когда реакция такая вот на эту радостную весть, я поздравляю его и вас, и весь университет ваш поздравляю. Это здорово. А еще какие достижения лично вот у вас, связанные с вашим именем? С твоим именем? Нет, наверное, таких особых нет. Нет, наверное, ну как, если нет. это... Ну, вот разве что вот у меня 40 кандидатов наук моих. Ну это еще какое больше, достижение. Нет, Ну это тоже хорошо. Я люблю работать, и все мне доставляет удовольствие. Ну вы дочь таких известных людей, вообще вы не можете быть и другой. Ваш отец Баймырза, он был начальником ПМК, так кажется, или Нет, гаражей, да, главный механик АТП. гаражей был, да? АТП. И он всю жизнь работал, принимал активное участие в общественной жизни города Карачаевска и карачаевского народа. Он является старейшиной рода Узденовых. Вы не имеете права быть другой, поэтому я понимаю, как он вас муштровал быть человеком с большой буквы, дочерей своих. Спасибо ему. Да. Я думаю, он играл главную роль. И, конечно, ваша мама прекрасная такая женщина, горянка, просто пример для многих была. Спасибо большое. Ну, дело в том, что я помню, как-то наверное, в классе 5-6 у нас появилась новая учительница, приехала из Сибири, историк. И я, видно, баловалась. И она мне говорит: Сонечка, вам с вашей фамилией стыдно себя плохо вести. Надо же, как она сказала. Что с моей фамилией не так? Интересно. Она говорит: ну у вас же такая фамилия. Я пришла домой и говорю: мам, а что у нас с фамилией-то? Узденовы, спокойно, такая нормальная фамилия. Она говорит: Узден. Вот как. Благочестивые, вы не имеете права нарушать. И она говорит: нельзя по-другому себя вести. Как-то так. Да. Соня, а как вы свободное время проводите в Пятигорске? Ой, от занятий, от лекций. Да, прекрасный, везде красивый. Можно погулять, везде можно отдохнуть. Очень много, вот буквально недавно была на презентации, у нас есть много бардов, много поэтов. И я люблю такие вот тусовки, где реально ты отдыхаешь душой, поскольку люди там очень талантливые, очень добрые, открытые.
Последний раз где были? У подруги Татьяны Санкина, у нее был день рождения, и она проводила в одном из холлов гостиницы, проводила такой вечер творческий, Мгм. где она пела свои произведения. Она поет? Сама себе аккомпанировала, да, она бард, она профессор, она такая многосторонняя очень личность. И вот я получила массу удовольствия. Я ищу таких талантливых людей. Познакомите меня с ними. Познакомлю. Привет, пока передайте, хорошо? Хорошо. Много людей, которые реально вот работают в плане того, чтобы обогащать рядом стоящих какими-то не только новинками искусства, скажем так, но и какой-то душевной радостью делиться. Очень приятно, очень приятно. Приезжайте в гости. Был даст, приеду, Аллах айца. Пожалуйста, что вам нравится или как вы относитесь к родному языку, к обычаям, культуре? Что вас больше всего вот интересует? И часто вы задаете себе вопрос, а у нас вот так, а там вот не так. И делаете оценку карачаевской культуре, кавказской, горцев и, ну, скажем, людей низменностей. Дело в том, что вот наших горцев, что отличает, это, наверное, вот такое обостренное чувство самости. Вот кто я, чей я, для чего. Чувство я, родства. Да. Высокое. И вот это очень важно. Почему? Потому что, ну как без этого? Как нам друг без друга? И как нам... Ну, если ты себя не будешь любить, себя не будешь уважать, ты никак не можешь уважать других. Если ты к себе относишься наплевательски, к своему здоровью, не только там вот как бы люблю себя любимого, к своему здоровью, к своей работе, когда ты относишься не так, как надо, то ну, и к тебе, соответственно, так будут относиться. А если ты считаешь, что то, что ты делаешь, оно не только для тебя, но оно может сослужить службу, пусть даже другу твоему, пусть даже родственнику твоему, какое-то такое вот отношение, когда есть ответственности, то это здорово. Ну, вот у меня по специальности у нас часто в институте проводят всякие разные вот внеаудиторные такие, скажем так. Лекции, да? Нет. Что? Такие вот мероприятия, Встречи. где там караван культур, там о народах Северного Кавказа, а потом наша специальность вот туризм. Мы должны очень много знать о других, чтобы им предоставлять качественные какие-то услуги, туристские услуги. И поэтому мы стараемся вот все наши обычаи, традиции каким-то образом давать информацию студентам, чтобы они не были маргиналами, чтобы они не были ванами, не помнящими родства своего, чтобы они гордились тем, что они русские, что они карачаевцы, что они нагайцы, абазины, чтобы они вот гордо по жизни несли вот это звание своей принадлежности. Про Иванов, да, я вот про Иванов, не помнящих родства, хочу напомнить всем, и думаю, ты меня тоже поддержишь. Карачаевцы, балкарцы, это один народ, разделенный временем на два лагеря. И почему-то присоединены стали Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией. Нельзя ли было сделать Карачаево-Балкария и Кабардино-Черкесия? Вот непонятно это, потому что мы один народ, также кабардинцы с черкесскими один народ. Как вы относитесь к такой политике, которая разъединяет и делает проблемы для народов? Честно говоря, никак. Никак? Не, потому что, ну что мы можем изменить? Это уже как истори сложившаяся такая вот политическая система. Такой вот, сделали так, до нас. Что мы можем изменить? Я думаю, знаете, нам просто надо сосуществовать в мире и согласии. Уметь. Да. Вот я была на конференции научной в Нальчике, и мне очень нравилось, когда там очень много кабардинцев, которые разговаривают свободно на карачаево-балкарском языке. Вот нам тоже надо, карачаевцам, изучать черкесский язык, абазинский язык. Нагайский он нам ближе, как-то нам особого туда не составит. Да. Нам надо изучать культуру друг друга, нам не надо перетягивать одеяло на себя, там, типа, вот, берут сейчас, занимаются тем, что приписывают карачаевская порода лошадей, это вот, не было ее там и прочее, прочее. Это глупости. Вот это такая, вот, знаете, такая циничная неправда, которая, ни к чему хорошему не приведет. Да. Она испокон веков была, карачаевская порода лошадей была. Были собаки карачаевской породы? Были. Барашки были карачаевской породы, которые подавали Курдючные, да. английской королеве на стол? Были. И что вот сейчас вот это дурака... Елизавете? Да. Вау. Да, есть такие исторические сведения, что вот именно
И самое интересное, что ценился курдюк карачаевской барашки, потому что он очень даже такой качественный. Мгм. То есть вот много хорошего, так не надо вот это сейчас вот что-то нам делить, а надо наоборот восхвалять, находить все самое Узурпируют. лучшее друг в друге. Да, да. Ну, еще, Соня, вот насчет родства. Я что хочу сказать. Карачаевцы, балкарцы – это такой народ, который… Аланы, одним словом. Да. Это такие аланы, которые, когда женятся или замуж выходят, ну, вот кого выбрали, избранника, до 7 поколений колен, чей он сын, кто у него бабушка, прабабушка, прапрапрабабушка, вот, или дед, да, смотрят, и не дай бог родственник. Ну, правда, сейчас в последнее время бывает, что женятся на родственниках четверородных, а по-карчавски троюродные. Как вы считаете, надо вот это блюсти или 7 поколений, или все-таки не можно Понимаешь, я жениться? думаю, эта тема ближе к вам, потому что вы все-таки акушер-гинеколог, который знает, как на генном уровне влияют родственные связи. Я считаю, что вот любой брак, он должен быть основан на любви. Ну, а вот родственные связи, я не знаю, это генетика, там нельзя ничего нарушать. На самом деле надо соблюдать, ну, практика моя, 30 лет стажа, и работая в Киргизии, Казахстане акушеркой, я замечала проблемы. Это рождались дети с одной рукой, с одним глазом, небо, Или без уха. без уха, по-всякому, всякие были. Наверное, это связано все-таки. И надо все-таки хотя бы 5-6 поколений, чтобы проходило обновление крови. Да, иначе Вот. выродится род. Да, да, да. Ну, а как там свадьбы наши, нравятся вам? Вы знаете, я в детстве только вот очень давно видела такую свадьбу, где было очень много национальных игр. Вот как хорошо Так вспомнили. было интересно. Вот я была маленькая, мне было очень интересно. Мамин брат женился, и там столько всякого было. Что именно? Красочного. То Рассказывайте. шкуру, значит, дубленку вывернули, оделись. Потом какая-то там маска такая была с рожками. И он заходил с палочкой, говорил, вот там чего-то там, ему давали подарок. Угу. Потом столб обмазывали маслом, и он должен был забраться и достать платок и подарить любимой девушке. Да, вот этого почему-то у нас нету. А Как вот было больше как-то интересно. за стол, поесть. Ресторан, покушать, там потанцевать разочек, а чтобы спеть вместе. Ничего нету. Почему-то вот Да. официальность какая-то. А такой радости искренней, смеха искреннего нету. Лишний раз даже громко посмеяться боятся в ресторане. Я так думаю. Чтобы никто не услышал, что они там громко говорят или что. Ну, как-то так официально проводят. Сейчас люди облегчают себе жизнь. Да, и певцы приходят, ну, заплатят им, придут, включат там флешку свою, и только рот открывают, закрывают под панораму, получили деньги, ушли. Нету праздника настоящего. Ну, вы знаете, наверное, все-таки надо задуматься над тем, что, может быть, были бы такие аниматоры, которые бы организовывали вот во время такой свадебной церемонии какие-то вот исконно карачаевско-балкарские. Да, и игры, что включали. Да. Я над этим думаю все время. Не знаю, кто меня поймет, это не поймет. Даже в ресторане можно игры творить. Я так понимаю. Конечно, вот пусть ваши почитатели вашего таланта, вашего блога, пусть они нам напишут, может быть, интересно все-таки, может, какие-то будут предложения такие, что то, что будет украшать нашу жизнь. Свадьба, конечно. И это не просто украшение разовое, там, что мы посмеялись, а это потомки будут видеть, ага, это наша культура. Мы передаем из поколения в поколение. Свадьба или другое какое мероприятие национально происходит, да? Вот бывает. Ну, это главное, опыт. Да, чтобы вот то, что делается на свадьбе, наверное, это была как путевка такая, вот напутствие. Да. Соня, вы можете что-нибудь пожелать в этот прекрасный день всем? Вы мне пожелали, конечно, день кого? Женского счастья. Женского счастья. Ну, пусть все женщины мира будут счастливы, но я хочу, чтобы вы по-профессорски что-то сказали всем нам. Я хочу, знаете, что пожелать вот нашему народу, неважно какой национальности. Народ, это имеется в виду Советский Союз, образно. Всем нам я хочу пожелать, ну, во-первых, мирного неба, это однозначно, потому что без этого никак. В этом году 75 лет Великой Победы нашей.
Поэтому, конечно же, мирного неба. Сколько погибло, за что и почему? Сколько героев войны у нас остались преданы забвению только лишь потому, что не велся учет. Даже вот мой папа, он воевал, и так как он ушел вместо брата, ему не было 16 лет, он там на перекличке его звали Узданов Борис. Не Узденов Баймурза, а Узданов Борис. Ай-яй-яй-яй. Да, и вот сейчас как бы пытаемся, но не знаю, честно говоря, получится или нет, как-то что-то восстановить. Но он с 7 солдатчиками, молодыми ребятами, которые отстаивали высотки, он был представлен званию героя. Но это все Мороз по телу. Узданов, Смотрите. Борис, а не Узденов Баймурза. Представляете, Вот по-русски как-то все Я сделали. думаю, что это даже, вот, не знаю, по-моему, это нереально, это из области. Реально, будем все вместе, встанем, все Не знаю, что-то честно, надо хотелось бы, делать. конечно. Но вот сам факт того, что пожелать. Пожелать стойкости. Провокациям не поддаваться. Да. Всегда. Политическим и не только политическим. Бывают сугубо бытовые провокации, когда натравливают брата на брата, сестру, сосед на соседку, да, или как там, ну, чтобы не поддаваться провокациям. Виктор Гюго сказал, из 2 ссорящихся виноват больше тот, кто умнее. Вот я считаю, что нам нужно быть умнее. Да. Надо быть умным. Я всем желаю такого, знаете, благородства внутреннего, большого ума и хорошей, домашней, такой уютной семейной жизни. Какое благопожелание. Всем счастья. Спасибо, дорогая. И вам